В эфире «Итоги дня» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. Продолжает работу Петербургский международный экономический форум. Какие соглашения уже удалось подписать Якутии, расскажем в прямом включении с места событий. В некоторых районах республики установился 3-й и 4-й класс пожароопасности, что предпринимается для борьбы с возгораниями. В поселке Табага уже 4-й год строится детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда». Расскажем о ходе проводимых работ и когда планируется ввод здания. Во Владивостоке прошла лекция о картинах всемирно известных художников в Художественном музее Якутии, о чем шла речь и дальнейшей программе мероприятия. В Якутске впервые на сцене театра оперы и балета покажут этнобалет «Сияющий камень». На сцене встретятся мастера балета и ведущие солисты из разных городов России и ближнего зарубежья. Продолжает работу Петербургский международный экономический форум. Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Планируется подписание сотни соглашений. В пленарном заседании, которое запланировано на 7 июня, примет участие президент России Владимир Путин. Якутия принимает активное участие в форуме. Какие соглашения уже удалось подписать, узнаем у Максима Кардозу. Максим, приветствую. Передаю тебе слово. Приветствую, Марфирина. Да, можно уже точно сказать, что Петербургский международный экономический форум, который проходит уже в 27-й раз, в самом разгаре. Вы видите за моей спиной огромное количество людей, и здесь деловая программа началась уже с 8 утра. 17 тысяч участников были зарегистрированы в этом году. Настоящие рекорды ставит форум. И это не только наши российские, например, представители различных регионов и компаний, но здесь очень много и иностранных гостей. Сегодня, например, на площадке ВЭБ-РФ был день, посвящен Арктике и развитию северных территорий. Там принимал участие глава Якутии Айсен Николаев. Он презентовал там мастер-план Тикси Найба. Этот проект реализовывается по указу президента Российской Федерации Владимира Путина по развитию северных городов. И вот наш глава рассказал, какие инвестиционные привлекательные проекты там будут возникать. А там действительно очень много всего, друзья. Это не только новое жилье, социальные объекты, благоустройство городской среды. Будет сделано все для того, чтобы жители себя комфортно и хорошо там чувствовали. Но и большие такие действительно промышленные проекты. Там же будет глубоководный порт Найба, который очень будет активно использоваться с развитием Северного морского пути, который тоже наращивает свои обороты, и с каждым годом там грузоперевозок становится все больше и больше. Также рядом мы не забываем про месторождения золота, олова, редкоземельные металлы. Это тоже все будет развиваться и добываться. Также там будет построена и атомная станция малой мощности. Кстати, сегодня прозвучала идея о строительстве второй, уже мини-атомной станции, тоже малой мощности, которая тоже даст толчок для развития этого региона. Кстати, еще сегодня прозвучала такая информация, что МЧС в Тикси тоже будет строить свою вторую базу северную. Первая появляется в Пивеке, а вторая должна появиться уже в Тикси. Так что я думаю, что у агломерации Тикси-Найба большое будущее, и об этом вот говорит глава нашей республики Айсен Николаев. Давайте послушаем, какие еще преференции для северных территорий у нас есть в регионе. У нас с 2020 года реализуется арктическая стратегия Якутии, которая реализуется по моему указу. Особенности за последние годы люди почувствовали поддержку в вопросах переселения граждан из аварийного жилья. По программе субсидирования авиабилетов с прошлого года мы создали уже и реализуем новую программу медицинского обслуживания людей в Арктике. Тоже уникальный проект, который активно поддерживается Министерством здравоохранения Российской Федерации. И, конечно, люди, знаете, вот на что еще сейчас очень положительно реагируют. Не нужно забывать, что Петербургский международный экономический форум в первую очередь это такая самая большая деловая площадка в нашей стране. Здесь подписывается огромное количество различных соглашений. Здесь встречаются представители регионов, главы регионов с министрами, с главами федеральных ведомств, также с представителями крупнейшего бизнеса. Можно найти какие-то партнерские отношения и инвесторов, конечно же. И по поводу подписания соглашений. В этом году Якутия будет подписывать 14 соглашений различных общих. Их сумма реализации это 38 миллиардов рублей. И давайте послушаем некоторые подробности, с которыми с нами поделился министр экономики республики.
Среди крупных соглашений можно отметить соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком и Московским кредитным банком в целях реализации финансирования ключевых проектов мастер-плана города Якутска и города Нерюнгри. Подписание соглашений позволит обеспечить привлечение инвестиций в экономике республики, участие Газпромбанка и Московского кредитного банка в региональных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Якутии. Также планируем подписание соглашения о сотрудничестве с Алросой по реализации проекта освоения Улугурского и Эргеджейского лицензионных участков, расположенных в Ленском, Сунтарском, Алекминском районах. Не забывают здесь и про образование. Республика подписала несколько соглашений, именно связанных с образованием. Первое из них с корпорацией «Синергия», которая даст возможность бесплатно абсолютно получать дополнительное образование школьникам и студентам СУЗов в IT-сфере. Например, получить какие-то навыки в программировании. Это все будет бесплатно и онлайн. Как я понимаю, такая школа скоро откроется в Якутске, будет доступна для всех желающих. И еще было подписано соглашение с Балтийским заводом. Это один из крупнейших заводов в нашей стране международного уровня. И там появляется такая возможность. Туда со стажировкой приедут студенты Жатайского училища для того, чтобы повышать свои навыки, свои скиллы и далее вернуться в республику для того, чтобы работать уже на Жатайской судоверфи, которая тоже у нас строится. В общем, планы грандиозные. Давайте послушаем министра образования. Первый опыт у нас начнется для студентов судостроения и мехатроника, направлений. Мы направим 24 студента в этом году. Ну и сегодня ведем переговоры с Онежским судостроительным, судоремонтным заводом в городе Петрозаводск, Карелии, где также оставшиеся 24 студента смогут тоже проходить производственную практику. Ну и, наверное, тут значимым будет также подписание соглашения по строительству межвузовского кампуса у нас в городе Якутске. Не забываем про международную повестку. На площадках Международного Петербургского экономического форума глава Якутии Айсен Николаев встретился, например, с послом Казахстана, с послом Индии. Буквально через несколько минут начнется еще одна встреча и подписание соглашения с представителями Беларуси. Ну а завтрашний день будет посвящен, конечно, пленарному заседанию, на котором выступит глава государства Владимир Путин. И мы узнаем ту повестку, в которой будет развиваться наша страна в ближайший год. Марфирина. Максим, благодарю. Ждем подробностей в последующие дни форума. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Максим Кардозо. Также на полях ПМФ состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева и посла Казахстана в России Даурена Абаева. Стороны подвели итоги работы Дней Якутии в Казахстане, которые состоялись в апреле этого года. Тогда были проведены встречи делегации республики с руководством Казахстана. Там состоялась презентация инвестиционного и туристического потенциала нашей республики. Прошли встречи с представителями бизнеса. В рамках Дней Якутии было подписано более 10 документов о сотрудничестве. На форуме в Петербурге стороны обсудили вопросы укрепления межрегиональных связей. Можно даже открыть небольшой секрет. Один из примеров. Мы очень хотим, чтобы в Казахстане открылся торговый дом Якутии, который будет, наверное, заниматься в том числе ювелирными изделиями, реализацией ювелирных изделий в Казахстане. Я думаю, большой будет спрос. Бренд есть, что алмазы Якутии — это бренд известный не только в Казахстане, но и по всему миру. В некоторых районах республики установился 3-й и 4-й класс пожароопасности. Для борьбы с возгораниями и профилактики лесных пожаров в Якутии работают 2 самолета-зондировщика, которые вызывают осадки. О работе самолетов расскажет Александр Хавренко. В 2022 и 2023 году в разгар пожароопасного периода в республике работали специализированные самолеты с оборудованием для искусственного вызывания осадков. Практика использования таких бортов себя оправдала. Лесных и ландшафтных пожаров было намного меньше, чем в 2021 году. Практику было решено продолжить, и сейчас на территории Якутии работает сразу 2 самолета-зондировщика. Ежедневно планируем работу вылетов самолетов. По заявкам службы спасения они вылетают. Мы мониторим лесопожарную обстановку. И в период паводка также учитывали паводкоопасные участки. И сейчас с учетом классов пожароопасности, с учетом наличия термоточек, мы определяем районы.
Один из самолетов – это новосибирский Як-40, на который установлено оборудование для отстрела пиропатронов. При наличии ресурсной облачности самолет вылетает в заданный район и производит засев облаков. Самолет имеет потолок около 8 километров. Облачность, пригодная для искусственного увеличения осадков, для засева, она составляет около 6-8 километров. Поэтому этот самолет полностью пригоден для работ по засеву облаков. Есть возможность зарядки 384 пиропатронов. Пиропатроны содержат активный реагент йодистое серебро, который распыляется в атмосфере и способствует увеличению осадков. Положительный опыт использования зондировщиков привел к тому, что в республике было принято решение создать собственный борт, который бы специализировался на вызывании искусственных осадков. И в прошлом году такой самолет появился. Под эти нужды был переделан гражданский борт компании «Полярные авиалинии». Всего же в России работают 4 зондировщика, 2 из которых находятся в Якутии. Одного самолета и даже 2 мало для такой большой республики, потому что территории большие, 3 миллиона квадратных километров Якутия. И если мы посмотрим, вот просто, грубо говоря, для понимания, чтобы из Якутска долететь до Мирного, да, нужно порядка 1,5 часов. А еще, соответственно, работать и все прочее. Поэтому для удобств было бы, конечно, использование нескольких бортов, да, вот по нашим задачам в разных точках республики. Самолеты будут находиться в Якутии на протяжении всего пожароопасного сезона. И будут в случае необходимости вызывать дожди в местах возникновения лесных и природных пожаров. Главное – найти подходящее облако. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутии ГАИ объявила массовые проверки на дорогах и рейды. Они пройдут с 5 по 15 июня. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. Во время операции «Дорога» будет увеличена плотность снарядов ДПС. Сотрудники будут работать на выездах и въездах в населенные пункты. Также будут выявлять нарушителей пешеходов и водителей мототранспорта. Навигация длиною в полгода. К такому режиму работы привыкают юные речники. Судоходная компания «Алрос-Алена» в навигацию приняла 15 практикантов. Для многих из них это не первый опыт. Что входит в задачи рулевых мотористов и привлекает ли молодежь речная романтика, узнаем далее. Метров 20-25. Все, якорь крепим. Из рубки Денис Булдаков, капитан судна, отдает распоряжение юному подопечному. В эту навигацию к экипажу танкера Алексей Пахомов присоединился студент Осетровского речного училища Александр Тарасов. Это вторая практика юноши. В зоне ответственности студента – контроль дизельных установок, сердца теплохода. Во время вахты Александр отслеживает показатели и передает старшим по экипажу. Выполняет и другие поручения. Сегодня на повестке – чистота на палубе. Но сильно молодежь не нагружают, во всем поддерживают. Так ребята наверняка захотят вернуться на флот. У нас конкурентная зарплата, можно сразу сказать. Нынче, тем более, у молодого состава подняли. Ну а так тоже немаловажные, как я говорил, отношения в коллективе. Что когда в коллективе хорошие отношения, все стремятся работать. Полгода здесь проводишь, как вторая семья. Проходят полугодовую навигационную практику и молодые мотористы на сухогрузном теплоходе СК-2085. Александр Никулин и Иван Таюрский – будущие выпускники. На следующий год нужно принять решение – продолжать обучение в вузе или идти работать. А пока ребята с удовольствием проходят практику. Юным курсантам речная романтика по душе. Постоянно новые виды, как путешествия по реке Лена. Много деревень разных, городов других. Интересно все посмотреть. Мне просто нравится эта профессия. Все для меня расстояние это не останавливает работать. И к чему-то все равно нужно стремиться. Всего в эту навигацию на сухогрузных и нефтеналивных судах «Алрос-Алена» пройдут практику 15 студентов. В компании ждут, что часть ребят вернется на флот постоянными сотрудниками. Это зависит еще от того, что как речное училище преподаст им эту профессию, в какой красе, а потом уже остается дело за нами. Олеся Васева, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». Основные итоги зимовки и планы по развитию скотоводства стали главной темой парламентских слушаний. В целом зимовка крупного рогатого скота была стабильной, но весенний паводок нанес ощутимый ущерб
в Намском, Алёкминском и Нюрбинском улусах. Вместе с тем валовый надой молока составил более 150 тысяч тонн. Этим летом план по заготовке сена составляет более 350 тысяч тонн. В данное время хозяйства заканчивают посевную работу. Мы считаем, что зимовка проходит стабильно. Помимо этого у нас есть чрезвычайное положение по паводковой обстановке. Алёкминский, Намский район, Нюрбинский район, где у нас сейчас ведется работа по подсчету и возмещению ущербов. Поэтому в любом случае мы аграрной отрасли работаем 24 часа в сутки. Сегодня не только паводковая обстановка, сегодня и противопожарная обстановка у нас очень серьезная. По плану в начале июля мы все итоговые мероприятия проведем, совещание с управлением сельского хозяйства, очень традиционным, который мы проводим с руководителями перерабатывающей отрасли и так далее. И будем подвести итоги года. Дмитрий Садовников проверил ход строительства круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда» в поселке Табага. В настоящее время возведен короб здания. Также на территории расположилась мощная котельная. Подробнее смотрите в следующем материале. В настоящий момент идет активная работа по благоустройству территории. Выполняются фасадные и кровельные работы. Внутри здания также идет активная прокладка инженерных сетей, электроснабжение, вентиляция и отопление корпусов. Помимо этого завершаются штукатурные работы по закрытым корпусам с 1 по 5. Также у нас в настоящий момент выполняются работы по подготовке работ, то есть по благоустройству. Это нижняя часть у нас, чтобы, так сказать, закончить все благоустройство в срок, то есть в этом году. Срок ввода в эксплуатацию запланирован в декабре текущего года. Вместе с тем Дмитрий Садовников поручил ускорить вопросы, связанные с прохождением госэкспертизы. Данный объект взят на контроль. Периодически будут проводиться совещания, связанные с координацией действий. Зафиксировано, что здесь на объекте на сегодня недостаточно трудовой рабочей силы. Это ввиду того, что этот объем достаточно большой, но при этом есть вопросы, связанные с экспертизой проектной документации, корректировкой, и совместно с государственной экспертизой и со всеми заинтересованными органами определили действия, которые необходимы. Напомним, что строительство оздоровительного центра стартовало еще летом 2020 года. Общая площадь комплексного здания составляет более 12 тысяч квадратных метров. Одновременно находиться в нем смогут 350 детей от 7 до 17 лет. «Полярная звезда» станет первым круглогодичным центром, где воспитанники будут иметь возможность обучения, общения и отдыха даже в зимний период, не выходя из единого здания. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Табага. Центр «Мой бизнес» организовал ребятам с 14 лет двухдневный бесплатный интенсив, который называется «Бизнес-дети». В рамках мероприятия состоялась обширная обучающая программа. Семинар включил в себя тренинги, мастер-классы, бизнес-встречи с предпринимателями, творческие мероприятия и игры. Данная программа не только дала массу знаний, но и позволила участникам обрести новые знакомства и друзей из разных уголков республики. Наша команда зовут «Айсберг», и наш бизнес-проект по теме «Беспроводные наушники для спортсменов». Да, понравилось. Мы в целом узнали, с чем идет спрос, например, или где лучше продавать. Мы выбрали лучше в торговых центрах, потому что там идет лучший оборот. Или, например, для подростков тоже подходят наши наушники. В Мирнинском районе уделяют особое внимание на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе на временное трудоустройство в трудовые бригады. Тему продолжит моя коллега. Порядка 300 детей будут охвачены в летнем лагере труда и отдыха на базе Центра дополнительного образования. Дети в трудовом лагере труда на протяжении лета в 3 сезона будут заниматься уборкой города, общественных пространств, уборкой прилегающих территорий, школ города. Ведь основная задача лагеря – это воспитать у школьников любовь и уважение к труду, развить их общественную активность. Мы их принимаем по трудовому законодательству в лагерь труда и отдыха, и наши дети имеют возможность получить заработную плату по минимальному размеру оплаты труда. В Мирнинском районе вы знаете, что более 40 тысяч минимальный размер оплаты труда составляет, соответственно, и наши дети будут получать такую заработную плату.
На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в трудовые бригады будут задействованы и учащиеся школы и интерната с ограниченными возможностями. Я надеюсь, что лагерь будет таким же стабильным, как и в прошлом году, когда я участвовал. Мы помогли очень многим людям. Мы убирали парковки, чистили территории. И надеюсь, что мы сможем очистить больше мест и помочь больше людям. И я, наверное, хочу... Вот я увлекаюсь оборудованием техническим. Думаю, наверное, куплю себе монитор для обработки видео. И, наверное, сделаю подарок своим родителям. Для подростков пребывание в трудовом лагере является возможностью не только впервые попробовать себя в качестве настоящего работника, но и заработать первые деньги и просто прекрасно провести свободное время. Ведь зарабатывать самому – это мечта каждого подростка, так как это прекрасная возможность почувствовать себя взрослым и независимым. Анна Васильева, Мирный. Запрет на продажу алкоголя введут в Якутске с 25 июня. Продавать спиртные напитки запретят в период проведения международных игр «Дети Азии» до 7 июля. В данное время о запрете продажи готовится распоряжение главы города Якутска. Под ограничения попадут алкомаркеты, расположенные вблизи объектов проведения мероприятий и соревнований спортивных игр. В министерстве также отметили, что ограничения не коснутся кафе, баров и ресторанов. Молодежный фестиваль «Табыс» стартовал в Кобяйском районе. Представители 11 районов и 6 общественных организаций будут состязаться в разных конкурсах, знакомиться и обучаться. В селе Кобяй в местности Угункюнь состоялось торжественное открытие фестиваля молодежи Якутии «Табыс». В этом году фестиваль собрал более 800 молодых людей от 18 до 35 лет. По результатам конкурсов самая активная делегация из района получит автомобиль УАЗ, а победившие общественные организации – 700 тысяч рублей. Участники покажут себя в конкурсах песен, танцев, лидерских качеств, спортивных состязаниях, эстафете и фиджитал-спорте, а также выберут мисс и мистер Табыс. В 1991 году был первый молодежный СС. И, соответственно, ежегодно здесь у нас стекаются самая активная молодежь со всей республики. В этом году выиграл конкурс Кобяйский УЛУС. И проводим в селе Кобяй, так как здесь у нас транспортная доступность. Приехали 11 команд с районов и 6 общественных организаций. Основной целью мероприятия является, на самом деле, это поиск новых талантов, героев. Мы хотим показать, что в районах можно тоже самореализовываться. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы молодые люди здесь тоже свой опыт какой-то наработали, познакомились. Юбилей Александра Сергеевича Пушкина отметили в городской библиотеке. Прошел цикл мероприятий. Стоит отметить, что среди нерюнгринцев довольно большое количество ценителей пушкинской поэзии. Школьники, студенты и взрослые наизусть читают не только популярные произведения, но и малоизвестные строки автора. В детской библиотеке организована специальная программа для юных читателей. Для всех остальных в эти дни работает выставка под названием «Все это Пушкин. Добрый гений». Здесь представлены книги русского классика, а также литература о его жизни. В течение дня мы запланировали, и уже началась замечательная акция под названием «Души прекрасные порывы». Мы подготовили вот такие книжные закладки для наших читателей, которые по желанию подходят, выбирают себе стихотворение Александра Сергеевича или отрывок из его какого-то поэтического произведения и читают, декламируют. Либо читают наизусть свое любимое произведение Александра Сергеевича. Во Владивостоке прошла лекция искусствоведа из Якутии Аси Габушевой. Лектор раскрыла тему о картинах всемирно известных художников в художественном музее Якутии. Мероприятие состоялось в Третьяковской галерее. Стоит отметить, что гравюра Рембрандта, полотно Франч Биджио эпохи Возрождения, натюрморта художник Караваджо, эти и многие другие работы подарил Якутии коллекционер Михаил Габушев. На лекции жители города узнали об уникальных шедеврах, факты о самих произведениях и коллекционере. 7 июня будет также представлена лекция о традициях Якутии.
Выставка называется «Не только Третьякова». Она проходит во Владивостоке, и она посвящена феномену коллекционера-дарителя. То есть мы все собираем что-то, но дарят не все. И мы решили, что обязательно нужно рассказать о том, как, с какой энергией и с каким желанием это делали братья Третьяковы, Павел и Сергей, но связать это с той художественной ситуацией, которая есть на Дальнем Востоке. В Якутске впервые на сцене театра оперы и балета покажут этнобалет «Сияющий камень». В рамках Всероссийского фестиваля «Стерх» при поддержке «Алроса» на сцене встретятся мастера балета 21 века и 15 ведущих солистов из разных городов России и ближнего зарубежья. С национальной музыкой и классическим симфоническим оркестром покажут истории создания якутских алмазов. Его премьера прошла в Казахстане и Кыргызстане, и вот, наконец-то, ее увидят впервые в Якутске. Отрадно, что этот балет был представлен, в принципе, в истории, наверное, театра впервые за пределами России, именно балет якутского автора. И отрадно, что он прошел успешно в Астане и Бишкеке. Отрадно, что украсил участие ансамбля народных инструментов фольклорных театра «Аланхо».